Знаете, за что я люблю свой родной город Канаш? А за то, что проживают в этом городе замечательные люди, которые создают и творят эту историю нашего города. Здравствуйте, дорогие канашцы! В эфире передача «С любовью». И я с огромной любовью хочу предоставить вам, жительницу нашего города, удивительную женщину с удивительной судьбой, которая проживает по улице Богдана Хмельницкого. Эта женщина удивительна тем, что она родилась в 1939 году в городе Канаш, в марте месяце. Родилась, росла, как все дети, но была у нее мечта стать медиком, потому что она с малых лет лечила кукол, всевозможных игрушек, лечила их, восстанавливала. И вот эта мечта привела ее в Канашское медицинское училище. Проучившись там, она стала лаборантом. Затем она решила продолжить учебу, уже получив высшее образование и стать уже медиком, врачом, бактериологом. Так нравилась ей эта профессия. И закончив университет, медицинский факультет, она так и стала врачом-бактериологом и работала длительное время в Канаше. Вышла замуж за Василия Сидоровича Климина. А зовут нашу героиню Альбина Борисовна Климина. Справили даже золотую свадьбу, чему, конечно, мы очень рады. Вырастили они со своим супругом 2 детей, нажили 2 внуков, и она является бабушкой уже 2 правнуков. Это очень замечательно. Но сегодня, дорогие мои канашцы, я бы хотела познакомиться с этой удивительной женщиной еще потому, что она хотела показать весь свой род семьи, который начинался по линии мамы. И этот род выставлен у нее в виде огромного дерева, на котором 6 ветвей. И эти ветви показывают полностью ее родословную. Альбина Борисовна, я бы очень хотела, чтобы вы нам рассказали подробнее о том, как вы создавали вот это дерево. Я тут смотрю, у нас на столе есть книга очень красивая, родословная. И вы являетесь автором этой книги. Книга, конечно, замечательная. А что мне пришло в голову? У нас очень большая родня, и мне хотелось со всеми познакомиться. Вначале у меня было желание просто древо семьи создать, а когда я начала уже вот семью создавать, возникло большое желание охватить всю родню, это с маминой стороны. И вот книга готова. И я ездила в Чебоксары, Государственный архив, районный архив, больничный архив, домашний архив, встречи с родственниками. И так по крупинке я собирала, собрала все древо жизни. Когда собрала, но помогали родственники. По выходным с сыном мы ездили по деревням. Там собирала не только данные о родственниках, но нужно было и собрать фотографии. И приходилось ездить неоднократно в одну и ту же семью. И так бывало. Ну и когда все собрала, спасибо, конечно, всем родственникам, которые мне помогали в сборе этих данных. Данная книга вроде получилась. Альбина Борисовна, конечно, вы проделали большую работу, потому что создать вот такую красочную, жизненно полезную, важную книгу, это, конечно, стоило больших трудов. Но я бы хотела узнать, вот из ваших родственников кто-нибудь помогал вам? Вот ваши дети, например, внуки. Вот вы в разговоре со мной говорили, что у вас, вас подвигла еще на это внучка ваша. Было так? При составлении книги мне помогала внучка. Как бы она меня подбадривала и говорила, что
давай, у тебя получится. Когда семейное древо только собрала, а потом говорит, бабуля, а нельзя ли полностью? И я, конечно, решила вот заняться уже вплотную всем родом нашего семейства. Когда в библиотеке меня попросили участвовать в районном межрегиональном конкурсе, я согласилась. Но когда дали положение на 4 страницах, я испугалась, месяца 2 тянула. Потом все-таки меня сестры, братья, внучка особенно поддержала. Леночка, бабуль, участвуй, у тебя получится. И вот я рискнула. Участвовала в межрегиональном конкурсе, я заняла 3-е место. К этому времени у меня уже и книга была готова. Родословную схему приготовила история деревень, где жили мои бабушки, история семьи, родословный герб. И тогда я успокоилась. К назначенному времени я поехала в Чебоксары и все это предоставила. Альбина Борисовна, я думаю, что многие, посмотрев на ваше древо жизни, на вашу родословную, многим канашцам, мне кажется, тоже захочется составить вот такое древо. А еще у вас красивый герб. Что он символизирует? Вот герб нашей семьи. Во-первых, раньше наши предки больше занимались земледелием, скотоводством. Поэтому я решила создать вот этот герб в виде колосьев, где написаны фамилии родственников. Эти вот обозначения, как бы солнце освещает наш род, объединяет и образуется целая семья, то есть увеличение нашего рода. Вот эти знаки означают. И вроде бы получилось. Альбина Борисовна, а сколько времени заняло составление вашего древа жизни, вашего рода? Многие могут не поверить, так как вот эту книгу я собрала за 1 год. Сколько у вас родственников? Более 800 человек. Ну, в данное время уже более 1000. Уже более 1000. Потому что уже много родились, я вот перелистываю. И где-то, если я не знаю, звоню в Тольятти, недавно позвонились. Там у вас есть прибавление? Альбина Борисовна, вот вы составили замечательную книгу. И я обратила внимание, что здесь очень много отзывов. То есть очень много людей, которые прочитали вашу прекрасную книгу, и многие нашли там свой след. Появились ли еще предки, добавились ли они к этому числу. Вот. Сейчас я вам зачитаю примерно хотя бы несколько отзывов. Вот. Первый отзыв написала ваша замечательная внучка. И вот она пишет, что спасибо большое бабушке за этот огромный труд. И пусть пока мы маленькие листочки, но со временем я уверена, что мы станем массивной ветвью этого древа. Следующее. И вот представитель первой ветви тоже из Подмосковья пишет, что преклоняясь перед создателями книги «Моя родословная», невероятно большие усилия потратили они на подбор материала и издание такой красивой книги. Вот вы пришли в клуб, и что вот вас зацепило, что вас так вот заинтересовало, и так, что вы решили остаться там навсегда, по крайней мере, на долгие годы. Какое-то было примечательное событие в этом клубе в этот момент, когда вы пришли? Что меня зацепило? Во-первых, коллектив мне очень понравился. Не говоря уже о том, что там замечательный руководитель, это Тамара Евгеньевна. Меня пригласили, и я охотно согласилась. Как раз проводилось мероприятие к Новому году.
в то же время мне понравилось, как грамотно составлена программа. По сценарию Тамара Евгеньевна знает, что я не могу выполнять какой-то персонаж серьезный, шуточный. То есть у нас серьезное. У меня серьезный. Серьезный образ. Допустим, «Дары осени» — это я могу. Да. Или, допустим, недавно в этом году уже было «Овощи — залог здоровья». Слушай вас, Альбина Борисовна, и прям дух захватывает. Вы и прекрасный, оказывается, организатор, вы и, мне кажется, хороший садовод. Вы, наверное, любите проводить время на своем дачном участке. Вот тут я заметила, что у вас на столе лежит уже готовая, почти готовая ваша вещь. Что это там такое? Покажите, пожалуйста, расскажите, что это? Это храм. Красота, красота. Но еще пока нет рамки. Как только вот завтра я отнесу на рамки, я уже это закончила. А потом освещаю в храме и вешаю себе на стенку. Очень красивая вещь, конечно. Там еще у вас была какая-то работа? Да, это только я начала. Только начали. Только вот видите, начала. как красиво. Только еще вот это вышила. Очень кропотливая работа. Может быть, это связано с тем, что я работала все-таки в лаборатории, хоть и преподавала в медицинском колледже сейчас, но лаборатория-то сохранялась, там нужно было вырастить микроорганизмов, рассматривать под микроскопом. И вот эта вот кропотливая работа, видимо, у меня выработалась вот с молодости. И вот эта работа мне нравится. Вы не можете сидеть без дела. И мне кажется, у вас очень много увлечений. Помимо вышивания бисером, вы, насколько я знаю, являетесь еще участником народного хора «Ветеран». Так? И еще вы являетесь членом объединения «Союз пенсионеров России». Я чувствую, что вы когда-то занимались спортом. Наверное, у вас увлечения были и остались. Детство провела на реке Суре. Я научилась хорошо плавать. Здорово. И до сих пор я ходила здесь, в Канаше, уже в бассейн. Посещала бассейны. Ну, кроме этого, любитель я их походить на лыжах. Ходили мы с подругами в Шихрановское лесничество. Это 7 километров. Там, если настроение хорошее, еще на 5 километров. И возвращались обратно. Вот откуда у вас такая форма. Я по характеру сама, видимо, такой человек, не могу просто так сидеть. Мне нужно обязательно чем-то заниматься. Если даже я сажусь к телевизору, мне нужно рукоделием заниматься, или вязать, или вышивать. Вот. Кроме того, на вышивании я также занимаюсь и вязанием. В свободное время, особенно когда иду на дачу, там остается время до газели расписания. Пусть это 20 минут, и то я где-то рядом несколько рядов успеваю связать. Сюда в город приезжаю, у меня вышивка недовышита, я начинаю вышивать. И вот так вот формируются такие вот подушечки интересные. Очень красивые. Я их тоже дарю знакомым, родственникам. Что бы вы хотели с высоты прожитых вами лет пожелать нашим жителям, нашей молодежи? Прежде всего, что бы я порекомендовала? В зависимости от возраста. Когда я работала еще в медицинском колледже, мы со студентами участвовали в межрегиональном
на всероссийском конкурсе творчества студентов «Юность Большой Волги», где мои студенты 8 лет подряд занимали призовое место. И я среди студентов проводила научно-исследовательскую работу. Если это в возрасте, я думаю, наверное, тоже можно заниматься рукоделием, заниматься также спортом. По возможности весной на своих участках около подъезда тоже сажать цветы, кустарники. Я вот посадила жасмин, чайную розу посадила, ну и многолетние, однолетние цветочки. Наша уважаемая Альбина Борисовна, работая в Канашском медицинском колледже, являлась преподавателем высшей категории. Помимо этого, она еще у нас заслуженный работник среднеспециальных учреждений Российской Федерации. Помимо этого, я бы хотела еще отметить одну деталь, которую мы, может быть, не упомянули бы, но все-таки я скажу. Кроме всего того, что мы сегодня услышали, увидели, прочитали, Альбина Борисовна занимается разведением пчел на большую радость своим детям и внукам. Ну, кроме того, что я занимаюсь разведением роз, виноградников разных сортов и других цветов, есть у меня другая любимая работа – заниматься с пчелами. Мне это нравится, хотя мои сыновья говорят: прекращай, хватит, но я пока еще вот стараюсь не слушаться и продолжаю свою работу. Она приносит большое удовлетворение в моей работе. Вкратце я хотела бы сказать, что вот по родословной, что каждая ветвь, их у нас 6, интересна своими событиями. Про первые ветви я говорила, что нашла у двоюродного брата сына через 40 лет, с которым они встретились и сейчас общаются. Хочу отметить особенно про маму. Мама с 1938 года по 1968 год проработала шофером на ассенционной машине. И про нее в книге как раз хорошие стихи написано, сочинила Веденская Валентина Павловна. Вторая ветвь тоже интересная своими событиями. Там сестра бабушкина, она как бы врачеванием занималась. Любые вывихи вправит незаметно. Третья ветвь особенно интересна тем, что после раскулачивания, я уже упоминала, накладывали продналоги на всех. И вот как раз из третьей ветви после наложения продналога, это то есть нужно было с Ибресинского леса, в Ибресинском лесу заготовить дрова 40 кубов и вывезти в Канаш. А она в это время поранила ногу, это тетя Мотя, Матрена Петровна, и не могла вовремя вывезти. Тогда ее арестовали. Кроме того, раскулачивания, да еще должны были посадить в тюрьму, старшие подсказали, и она поехала в Москву на встречу с советником Михаилом Ивановичем Калининым. Вот даже как. Долго нашла Кремля, но долго искала вход. Нашла вход, и попала она на прием. Она плохо говорит по-русски, он не знает по-чувашски, но все-таки поняли что-то. И он послал сопровождающие, которая приехала. В Чебоксарах был суд, это в книге все есть. Ее оправдали, не посадили. Ей всего было 17 лет. Дорогие канашцы, я познакомила вас сегодня с очень
с замечательным человеком, с Альбиной Борисовной Климиной. Я надеюсь, что эта встреча оставит в ваших сердцах неизгладимое впечатление, потому что человек удивительной судьбы, человек удивительный сам по себе, человек разносторонний, человек, который добился всего в жизни своим трудом. Наша передача подходит к концу. Мне, конечно, очень жаль расставаться с Альбиной Борисовной, но мы живем в городе, надеемся, что мы встретимся. Я хочу пожелать Альбине Борисовне, конечно же, крепкого здоровья, оптимизма, которому учиться надо многим у нее, ее отношению к жизни, ее любви к городу, к природе. И хочу сказать вам всем, канажцы, я прощаюсь с вами. И, как всегда, говорю вам, до свидания, до скорой встречи.